Здравствуйте! В эфире программа «Кадры жизни». И сегодня у нас в гостях очень необычный гость. Актер, который большую часть жизни провел за ширмой и под столом, играя в куклы. Зато его голос знают белорусские дети нескольких поколений. Актер, который 20 лет играл женские роли, а в 60 сыграл Ромео. Не буду вас больше интриговать. У нас в гостях замечательный актер театра, кино и телевидения Владимир Воронков. Куда? В артист? Театр кукол? Он что, с ума сошел? Я как верещал, так и верещу до сих пор. Вот, как все говорят, что ты еще и поешь. Я говорю, да, я еще могу и петь. Простите, а вы Мишку Топу не озвучиваете? Я говорю, прощаю, озвучиваю. И всегда камера на... Что там такого смешного, что они же заходят? Надо сделать прививочку. В нашем возрасте это спасение. Она умудряется заболевать. Что в Турции, что в Египте. Она говорит, я больше не поеду. Не умеешь любить, сиди, дружи. Ну вот была возможность еще раз жениться, не один раз. Я оказался однолюб. Владимир Воронков родился 10 мая 1958 года в Минске в рабочей многодетной семье. По окончании 88-й школы поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт на отделение актеров кукольного театра, мастерская народного артиста Беларуси Анатолия Лилявского. 20 лет служил актером Белорусского государственного театра кукол, а затем 20 лет актером театра «Христофор». Все эти годы активно снимался в кино и тесно сотрудничал с белорусским телевидением в качестве актера программы «Колыханка», в которой он уже более 35 лет играет медвежонка Топу. Сегодня Владимир Воронков служит в молодежном театре эстрады, ведет детскую телепрограмму на канале ОНТ и продолжает сотрудничать с программой «Колыханка». Спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию. И я надеюсь, те кадры, которые мы подобрали специально для вас, специально из наших фондов Белтелерадиокомпании, с которой вас связывает большая творческая жизнь, я думаю, будут интересны не только вам, но и нашим зрителям. Надеюсь. Скажите, я как-то встречался с Леонидом Нечаевым, и он жаловался мне. Говорит, вы понимаете, я снял, говорит, около 10 фильмов. А все спрашивают только про Буратино. Я его ненавижу, этого Буратино. Когда вы приходите на встречу с детьми, на встречу с какими-то творческими или нетворческими коллективами, все сразу говорят, это вы Топа? Да. Это вы в Колыханке работаете? Да. Вам не обидно, что всю жизнь вас именно с Топой связывают? Нет. А знаете почему? Потому что в этом году исполнилось ровно 35 лет, как я изображаю Топу. Причем я говорю, он говорит, ты его озвучиваешь? Я говорю, я живу, я и веду, и живу. И все 35 лет я понимаю, что я получаю удовольствие. В этом году поменялась уже 6-я кукла. 6-я. Вот я хотел спросить. Топа взрослеет, а вы все такой же молодой. Да, да, да. Предыдущие Топы, они в лес ушли? Нет, кто ушел в музей, кто ушел куда-то в другой. Вот они маевки мы подарили в Могилеве, вот когда это мы тоже постоянно туда на праздники приезжаем, Колыханкой. И вот предпоследний Топа остался у них в музее, 2 в нашем музее, 1 у меня. Я говорю, пусть побудет у меня. Надо, я верну, но пусть побудет у меня. Я предлагаю посмотреть кадры из вашей жизни и из истории нашего телевидения. Лариса, подержи, пожалуйста, текст. Вот как работать? Мне Лариса из Арти сломала куколку. Открывай. Он все точно сломал. Я всю жизнь не работаю. И с детьми, и на детей, и для детей. Скажи, если не я, то кто? Надо, чтобы деткам все нравилось, когда все показывают талантливо, чтобы люди были талантливы. И талантливо изображали, чтобы им нравилось. И каждый вечер нас с тобой ждали. Правильно? Кстати, вот этот Топа у меня дома.
А как вы помещаетесь под столом? Вот Объясните. так вот. Подушечки какие-то подкладываете? В позе лотоса. Спорт спасал сколько от того, что спокойно мог сидеть в позе лотоса. Даже сейчас уже, правда, надо позу менять, потому что коленочки затекают. Но как-то ручки привыкли. Ножки тяжеловатенько, но еще терпимо. Работаем. Я не топа, я суперагент 00 топа. А почему ты сказала мой текст? А потому что у меня вместо... Потому что... А сын как относился к вашей профессии? Очень хорошо. Я тоже думал, что он очень талантливый парень, но у него больше педагогического, чем театрального. Хотя он много снимался, он продолжает до сих пор и писать для КВНщиков. То есть он же, у меня соцпед, они с супругой социальные педагоги, ну то есть массовики-затейники, культурги. Ему нравится, что он делает, мне нравится, что он делает. Он гордится, что у него папа Мишка Топа. Обычно актеры очень любят, когда их узнают. Со временем, когда пошло, уже появилось кино, появился театр, уже пошло, но уже иногда, смотришь, можно даже пользоваться кое-где, да, своей узнаваемостью. Куды вы гэтак спяшаецеся, шановны? Дык з панам на паляванне еду. Гэта пан поедем. А ты пешу пойдешь. Якая там от тебе корысть, пану? А мы звера заганять будем. Ой. Гляди, каб тебе сякач не забодал. Сам гляди, каб тебе твоя жонка не забодала. Ух ты ж. Когда я поступал в Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1975 году, я поступал на драму. Это был первый набор актеров театра кукол. И уже тогда Анатолий Александрович Лявский, еще со второго тура, он говорит: поверьте, это ваше. Он меня настолько убедил, что уже, когда мы заканчивали институт, и распределение, то есть там уже как бы не было, как у всех. Я уже знал, куда, я уже знал, что. Отдав 20 лет театру кукол, и когда уже появилось такое, что-то не хватает, знаешь, упираешься головой, кино. да. И вот тогда, когда появился театр «Христофор», они меня же брали в основном на женские роли. И я понял, это так повезло. Я из многодетной семьи, у меня 5 братьев. И вот набор невесток, фактически, это был кладезь. То есть не надо было ничего искать. Погодите, у меня есть тост. В стихах я сама написала. Новогодний. Семья, ячейка общества, а веселая семья, веселая ячейка. Так поднимем этот тост за ячейку. И за наши желудки. У вас в семье 5 мальчиков. Да. И каждый следующий после второго, это было желание девочки, наверное, Я у родителей. 4-й. Когда было уже 3 сына родилось, там Слава, Саша, Сергей, я был 4-й. И мама говорила: вы нашел, говорит, точно девочка. Ну, точно девочка. И папа говорит: ну, если не девочка, все. И когда, значит, родился я. А я родился как раз 9 мая. Да. И папа говорит: тебя спасло одно. 9 мая мой праздник. Он прошел войну, причем всю, с медалями, как я говорю, орденами. И он говорит: значит, так 9 мой праздник, я тебя пишу 10. Так что потом, если вдруг надо будет
Опохмелиться? Да, он говорит, а у сына день рождения. Поэтому говорит, я прощаю, пусть будет мальчик. Ну, у вас все братья и отец, они такие работяги. Правда? А как они отнеслись к выбору вашему? А мне отец всегда говорил, что, говорит, ты не моя порода, ты мамина, то есть бабушку. А она была такая, вот как во всех деревнях. Свадьба, она присутствует, похороны. Они, знаете, вот эти бабки, которые всегда были на всех праздниках. Она потрясающе пела и танцевала. Ну, то есть, и вот когда я поступил в театральный институт, говорит, гены не пропали. Я знала, что хоть один. Не было девочки, говорит, зато есть хоть один талантливый. 5 детей, у всех там дети уже, внуки, наверное. да. И все, наверное, гордятся. Говорят, это вот дядя Володя, смотри. Когда я начал светиться уже по телевизору в кино так основательно, и уже так сначала, да, а сейчас уже даже с подколочкой, типа, о, это твой брат. А зачем она это все купила? Да тут чек лежит. Ага, наверное, у какой-нибудь подруги родился ребеночек. Это подарок. Ты на сумму посмотри, подарочек. Да и знаем мы всех ее подруг. Ты вспомни, как она в свой Приозерск собиралась. Еще вчера и речи ни о каком отъезде не было, и вдруг в один день подхватилась, как на пожар, и умчалась. Узнала, что беременна, побоялась нам сказать и уехала. Пап, ну как ты мог подумать, что я вас с мамой буду обманывать, а? А я-то подумал, что ты в честь меня назвала Ленечкой. Ну, в армии, наверное, вам было очень тяжело, потому Нет, что артистов не любят же. Когда папа узнал, где я служу, у него и второй чуть не был инфаркт. Где ты будешь служить? Стройбат. Что? Лучшие годы моей жизни. Я был начальник клуба. У меня был свободный выход в город, в Гродно. У меня были командировки, я отвозил в Чепку и назад. Москва, Киев, Львов. Я по всему Союзу. Я дружил с капитаном Джафаровым, а у нас же свое по хозяйству. Ну, всегда же стройбат. А это 80-й год. И когда я домой привозил мясо, гречку, все, папа, ты точно в армии служил? Все было поперек, папа. Нигде ничего нет. Все в армии везут там, а он из армии. Я говорю, надо знать, где служить. Мне очень уговаривал командир части оставаться тогда. А мы строили фолию, что весь город. Да, выбирай любую квартиру. Любую. Это наш дом. Любую. А замком роты пришел, говорит, у меня такая племянница. Уже и женили, уже дали квартиру. И сказали, закончишь, через 3 года уходит на пенсию начальник гарнизонного дома офицеров. Вот у тебя уже будет должность. Все выстроено. А это 80-й год. Я говорю, о, какая-то чуйка. Что какие-то перемены близко. Не-не-не, пойду-ка Не я. купились. Не купился. У нас в фондах очень много, как ни странно, сохранилось кукольных спектаклей, которые лежат мертвым грузом, потому что показать их очень сложно. Качество съемки неважное, но фонды есть фонды, а они дорогого стоят. Ой. Нечто в животе пяе, спать спокойно не дає. Может, сам запяю, отгоню нуду свою. Я дважды был в Югославии, а точнее в Словении. И мы получили за этот спектакль гран-при. Да, и у меня была лучшая мужская роль. Я уже не здобыл ничего. Это же с голоду померти можно. Я Мартинка, круглая сиротинка, а мне каточек как браточек, самый близкий, самый ровный, а без каточка, без браточка, губы разусим голодный. Ой, и за что меня это лёс так карает? Очень много постановок получили награды. Да. Ну, вам нравилось вообще в кукольном театре Очень, работать? очень. Нет, я говорю, что я понял, что это мое. И роли были, и спектакли были шикарные. Мой был любимейший спектакль «Мастер и Маргарита». Это у меня была потрясающая работа Коровьева.
20 лет вы отдали кукольному Да. театру. Я вот пришел в 79-м и ушел в 99-м. Ну, согласитесь, удивительная судьба артиста. Да? Сегодня вы в молодежном театре эстрады играете ангела. Да. А когда-то в кукольном театре была у вас очень известная роль черта. Да. Вот так вот. От черта к ангелу. У кого-то наоборот, а у меня... Давайте посмотрим «Царь Ирод». Ой, ну что у тебя, что? Ой, что? Бурчание. Неосторожность. Ай, мой соколик, я тебя сейчас вылечу. Пульс покажи. Так. Рот закрой. Не так. Пульс покажи. Так. Не так. Пульс покажи. Матей, у тебя надо урыны взять. Какой дурыны? Урины, не очень. А вообще вот есть разница взрослая аудитория и детская? Вот что вам больше импонировало, когда вы играли? Мне нравится, когда в кукольный театр взрослая публика, они как дети малые. Больше так же кричат, если что. Ой, а дети это же вообще такая вера, что... Вот я не помню, как мальчишки-бальчиш. Я играл Кибальчиша, а Саша Васько, главного буржуина. Он говорит, ты мне все равно тайну скажешь. Когда вскакивают дети. А тебя сейчас убьет, ничего ты не узнаешь, фашист. И весь зал, дети. И Саша понимает, что надо уходить, потому что сейчас прольется чья-то кровь. Когда вы уходили из кукольного театра, ведь возможность, наверное, была пойти в какой-нибудь драмтеатр. Почему выбрали Христофор? Я испугался. Герасимович позвонил и говорит, вас ждет на разговор Борис Иванович. Я не знаю, что ты испугался. Мне Ткаченок и Шелестов говорил. Он говорит, чего? А я чего-то испугался. Вот не знаю чего. А еще потому, что в Христофоре тогда был Глузский. Он уже ушел с кукольного театра. Шура Вергонов, он ушел с кукольного театра. И получилось как бы все свои. Ну, то есть, и я так думаю, пойду-ка я лучше туда, а там уже посмотрим. Ну, каково это вот настоящий, государственный, академический театр кукол, уровень режиссуры и Христофор. Там были две вещи такие, называется, как говорит, не для камеры. Но, во-первых, они очень неплохо зарабатывали. Получали, ну, я уже потом сравнивал даже с кукольным театром, даже не в 2 раза больше. Раз. Во-вторых, тогда еще будучи женатой, моя супруга не очень взлюбила кукольный театр, потому что, как всегда, какие-то юбилеи выездные заканчивались пропаданием Вовы на 2-3 дня. А в Христофоре корпоративы А сплошные. вы знаете, я уже пришел тогда, когда Крыжановский перенес операцию, и то есть ему сказали, хочешь жить, бросай пить. И курить, и все. Они тогда выиграли конкурс Райкина в Риге юмора. И их тогда приглашать начала Москва. Гастроли были по всему Союзу. Еще тогда гремел же городок, начал уже. И вот тогда Стоянов сказал, Владимир, в этой стране, кроме меня и вас, женщин никто играть не умеет. Они все утрируют. А надо жить. Мы с вами умеем. Я говорю, ну, если Стоянов сказал, то, собственно, мы на правильном пути. Значит так, сейчас я с друзьями иду на футбол. После футбола я иду в ресторан. А после ресторана я приду домой в 1:00 ночи. И знаешь, кто будет снимать с меня ботинки? Знаю.
патологоанатом. Вы не жалеете, что у вас с Христофором связано тоже 20 лет? Но если говорить честно, как я говорю, что вот сейчас, в сегодняшней позиции, я не жалею только об одном. То есть это был хороший опыт. Но жалею о другом, что ни один год не вошел мне в пенсионный стаж. Валя! Валя, ты на ночь на ноги носочки одевай. Зачем? А у тебя пальцы на ногах некрасивые. Ну, в таком случае ты на ночь одевай перчатки, трусы и намордник. Степан Матвеевич, ты у нас главный по порнографии. Встань и скажи, порнография это или нет? По-моему, нет. Для актера, для любого, декабрь, январь – это святое. Да. Спилберг, не звони, потому Да, что да. елки. Но елки ж разные бывают. Бывает в детском саду, а бывают елки правительственные. Да, вот. И как вы вот распределяете силы? Как я говорю, я уже в июне месяце знаю, на какой елке я работаю. Поэтому, и вот уже последние, даже не знаю, сколько лет, ну, чтобы вам не соврать, уже 10 так точно, президентские елки. А у тебя есть заветное желание? Я об этом не думала, но я знаю, что у моего папы, самого лучшего булочника в мире, есть одно невыполнимое желание. Даже многие даже в театре. Волшебная елочка. Ой, вечный Дед Мороз. Желание быстро исполнить. Ой, Радивиль Папа, Евгений. папа, ты все слышал? А вот, да. Мне так неловко, извините. Говорите, не стесняйтесь. Хорошо. Все знают, что мои булочки самые вкусные. Но я бы хотел, чтобы они стали волшебными и смогли развеселить кого угодно, вылечить от хандры и подарить волшебное удовольствие. Ну вы же работаете под фонограмму. Ну, потому что было по 4 елки в день. И то есть физически, то есть это можно было, но когда с песнями и танцами. Единственная елка, которая главная, она работалась под микрофоны, а остальные, но там очень жестко было. Мы должны были знать текст. От зубов отскакивало. Потому что говорили, ну а вдруг? Ну мало что, щелк, мало ли, знаете. Микрофон выключен. Да, ну свет погас, как, ну там навряд ли, но сколько в клуб был, мы приезжали, и гасло, вырубало это все. Вот, и поэтому, чтобы вы были готовы, включились и пошли. Если не задался день с утра, или много дел и все важны, то тогда скажу я честно вам, непременно к чаю быть должны. Ну как дети реагируют на вот эти сказки? Они очень красивые, то есть такое вот зрелищное. Всегда ж сюжет такой понятный должен быть. Танцы, песни. То есть, вот понимаешь, вот так вот. Они вот так вот, рот открывши. Серьезно, потому что интересно. Тут вот какое дело, мне все надоело. Пойду-ка я немножечко посплю. Ой, какая роль. Меня все время возили, ничего не делал. Вы пели, по-моему? Ой, мы пели и танцевали.
Все, что хочешь. Вы пели своим голосом? Да. Мы не хочухи верные. Превратим сейчас в неряху каждого из вас. Воспользуемся случаем, испачкаем, помучаем. Заставим вас лентяйничать, кривляться, фамильярничать. Кто попадает к нам сюда, тот не хочуха навсегда. Да. Вы сыграли в театре, в кино уже десятки ролей. Но если в театре у вас были главные роли, то в кино в основном эпизоды. Но я знаю, что есть одна главная роль, причем очень большая, у нас на телевидении. Товарищи, суайшийники. Пролетариат. Господи, еще Кучерява. Да я ж сучасный человек. Ось. Мое имя Самсон. Самсон Самосуй. З мужиков. Мой батька, дед, прадед, все были мужиками. Я нават ганаруся, что имею мужицкий твар. Особливо нос в форме бульбы. Это весь цвет театрального мира нашей страны называется. Все вот практически, даже вот все лучшие актеры со всех театров. Я не вітать вас вийшов. Час потребує не слов, а дійності, рупливої праці. І тому ми повинні терміново узяться за детальове вивчення кожного шепелевського працівника у метах найлепшої організації культпраці в районі. Господи, боже мой. Вы знаете, я в свое время же учился вместе с вашей женой в театральном. Только я на режиссуре, она на актерском. Мы параллельно учились. И я не знал тогда, что она ваша супруга. Потом я не знал, что она эмигрировала в Америку. И вы остались один с сыном воспитывать. Как так случилось? Что произошло? Тогда же у меня все как бы шло по работе очень хорошо, востребованность вся была. А она, ну как бы, мне так казалось, ну это не ее. Актерство. Да. И в большей степени это проявилось уже после рождения сына. Большая половина родни ее эмигрировала. Кто в Америку, кто в Израиль. И она поехала в гости. Приехала сюда и говорит, я решила, что мне помогут, поэтому решайте сами. И вот она уехала. Это уже был 2001 год. И когда все бумаги были готовы на сына, я в это время уже снимался в России, в Москве. И вот мы приехали с сыном в Москву. Я говорю, давай я тебя отвезу в посольство. Пока ты будешь там, я отработаю, подожди меня, я тебя заберу. И он у посольства говорит, я никуда не поеду. Я говорю, почему? Папа, я женюсь. Конечно, для нее это был удар. Мало того, что женился, буквально через год родилась Марьяна, она зато, человек оказался сильный, переучилась, сдала на английском языке в медицинский колледж на провизора и долгое время работала в аптеке. Очень часто приезжает сюда, к внучке. Я хочу, чтобы мы показали зрителям все-таки вашу жену, с которой вы прожили 20 лет. А что вы пишете? Да так, розное. Вы часом не письменник? Пакуль что не. А вы много читали? То еще я прочитал. А вось адкуль бяруць пісьменнікі тое, пра што пішуць? Вы думаеце? Думаю, что життя. І пра нас можна напісаць. І про вас. Ой, нічога цікавага. Ну чому ж? Можна, наприклад, написати, як у глухім палесі росла дзяўчына. Гэта дзяўчына хоча вырвацца адсюль, бо ее губіць гнілое паветра балот, гразь розных падонкаў, культуры. Вось гэта можа быць асновай апавядання, драмы, камедыі, чаго хочаце.
Все залежить от письменника. Пробачьте, меня кличуть. Так, ну зараз той саме, як поглядім, ти вучиш ролі. Увага. Починаємо. Скажи, коли ласка, твоя жонка тут? Тут. Як її зовуть? Юля. Які ти добре слово хочеш їй сказати? Ой, самое пригоже. Самое пригоже. А син твой буде зараз глядіти на передачу? Спить. Ні, а він буде глядіти? Коли Спить. Спить уже? А ти не хочеш, щоб він поглядів? Хто ти по знаках зодіака? Овен. Телец. Смотрели этот материал, видели? Нет. Сколько лет прошло? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ой, мне ж тогда подарили кошарель. Это же французский дезодорант. Ой, такой, это же такая редкость была. У меня столько лет было, я его берег, как зеницу ока. Час. Жил-был письменник Каратей, створал штосьці на свете. И нечто там не складалось, бо перешкоджали дети. Так, Геннадь Кляўко. Жыў-быў пісьменнік. Карацей, няшчасны самы ў свеце. Стварыць аповесць пра дзяцей перашкаджалі дети. Раз мы заговорили о детях, внучка, таланты, в чем проявляются? Ой, безумные лидерские способности. Она ж сейчас выиграла даже какой-то республиканский конкурс «Лидер года». А сколько лет ей уже? Вот исполнилось уже 13. Физика какая-то, знаешь, 12 примеров. Сколько ты сделала? 4. Почему? Ну, не смогла. Знаешь, из этой серии, ну, не мое. Да, ну, не буду я математиком. У вас с колыханкой 35 лет. Но будет несправедливо сказать, что вас не видели дети, кроме колыханки, с топой. Были еще программы на нашем телевидении, где вы сотрудничали с детскими программами. Конечно. Знаете, да, о чем я Нет. говорю? А давайте глянем. Дело в том, что уважаемый Кацабаца... совершенно верно, Пацаваца. Очень интересный случай в моей богатейшей практике контакта с инопланетными существами. Здесь, конечно, множество загадок. Вы даже себе не можете представить, сколько здесь загадок. Соотношение количества палочек к числу колбочек в глазу альфа-мегацентаврян, деленное на скорость выключения света в безвоздушном пространстве, таким образом совпали с частотой перемены погоды на альфа-мегацентавре. Вы так внимательно слушали, по-моему, хотели понять смысл, да? Я вспомнил, знаешь, как мы это писали. У меня идут в театре кукол спектакли. Их 2. В 10:30, 12:30. И я бегу из театра кукол в русский театр на малую сцену, ну, где-то все, и где с Куприяновым надо было записать и прибежать, не успеть на второй спектакль. И вот текст вот этот, с лету, сходу, я просто поражаюсь. Еще как это... Еще я все сказал, еще что-то сыграл. Хотя очень была хорошая программа, очень, мне очень нравилось. Я потом был профессором, доктором. Вам понятно? Я надеюсь. Это очень легко. И в процессе эволюции, только не путайте, не революции, а именно эволюции, разумные существа стали воспринимать окружающую их действительность со скоростью 1/24 кадра в секунду. Феномен нашего уважаемого Пацавацы в том, что, прилетев на Землю, он воспринимает мультфильмы как самую настоящую реальность. Но это все как бы юмористический вот аспект вашего творчества. Да. И в театре, и в Христофоре. А были в вашей жизни драматические роли, вот, которые вам запомнились в кино, в театре? Были просто эпохальные, ну вот так, тот же «Мастер и Маргарита», тот же Шекспир «Буря». Мне всегда казалось, что меня воспринимают именно с юмористической точки зрения, а вот, как показалось, давали очень странные роли. Тот же Пичул, когда делал вот заставу Жилина, и он говорит: ты знаешь, у тебя доброе лицо, и ты не похож на садиста. Но ты всю жизнь мечтал работать в театре. И 2 раза поступал, но не поступил.
И пошел в НКВД. И вот когда ты пытаешь, он там главное, ты играешь, ты получаешь наслаждение, как на сцене, это зритель твой. А еще он от тебя зависим. У тебя благородное лицо, но ты редкостная сволочь. Че тебе? Ударил лейтенанта на танцплощадке. Еще кого-то ножом вроде порнули. А вот и застава Жилина. Вот она. На танцплощадке. Вот он. Вот это здорово! И за что ты его ударил, юноша? Из хулиганских побуждений, да? Ты на кого руку поднял, гад? Ты на командира Красной Армии руку поднял. Ручонку опустил. Ручонку опустил, я сказал. Я его еще же сейчас бить буду, да. Ты говоришь, лейтенанта в ухо ударил. Здравствуйте. Приветствую, Николай Сергеевич. Вы так внимательно смотрите. Такое ощущение, что первый раз фильм видите себя со стороны. Я не помню, когда последний раз его видел. Тебе чего? Этого? Не отдам. Отдашь? Не отдам. Отдашь. А это он тебя ножом пырнул? Нет, не меня. Заявление писать не буду. А тот, которого ножом пырнули? И тот. Тоже не будет. Стихи читаете, в театре играете, песни поете, кучу анекдотов знаете наверняка. В компании, говорят, комики самые скучные люди. А вы как в компании себя ощущаете? Вы знаете, когда собиралась наша семья, я готовился. Потому что, знаешь, когда все сидят, куча народу, все, и папа... Я не понял, что за тишина? Ну ладно, мы работяги, а клоун что тут сидит грустный? Все, и ты сказал, все, готов, папа, я готов. Да, ну... Естественно, как всегда. Ну, для своих-то понятно, для своих понятно. А вот в чужих компаниях любите брать инициативу на себя? Ну, приехал куда-то в гости, ну, мало что все. О, это же артист, ну, давай. Прикинься. Прикинься, да. Прикинься. Я говорю, я прикидываюсь только за деньги, причем большие. Церковь раньше запрещала хоронить актеров на кладбище. Хоронили за оградой. А вы... какое-то отношение с церковью поддерживаете? Человек православный, иудей, христианин? Нет, я крещеный. А как я верю, это уже мое дело. Я не случайно задал этот вопрос, потому что я знаю, что вам в кино приходилось играть и священников, и очень своеобразных. Вы? Чем обязан? Кого вы здесь играете? Это Броневецкий. Мне безумно эта роль нравится. Вот в «Следах апостола» такой фанатичный человек. Вот когда я понимаю, ради чего все. Что это? Вы меня, наверное, с кем-то путаете. Я думал, мы договоримся. Мне не о чем с вами договариваться. Ладно. Да, кстати, а что вы делали в районе костела с 20:30 до 9 вечера? Я был на вечерней молитве. И сейчас хочу помолиться. Ну-ну. Сколько ролей уже в кино вы считали когда-нибудь? Ну, знаете, как-то занимался мой сын, он делал какой-то к юбилею мне, он сказал, что у меня больше 60 картин. У вас сейчас какой-то ренессанс на сегодняшний день. Смотрите, колыханка осталась, театр новый музыкальный появился, кино, по-моему, в год сколько раз вы успеваете сняться? Стабильно было 2-3 картины. 2-3 картины. И плюс сейчас канал ОНТ приглашает вас уже
вести детскую передачу, наконец-то в кадре. Ваши все актерские навыки, что были спрятаны под столом, вдруг... Мне было очень приятно, когда позвонили, сказали: нет, мы не будем проводить кастинг. Мы кроме тебя вообще никого не видим. Я сейчас просто получаю такое удовольствие. Передача, ну, она рассчитана как бы на детей, но, как сейчас показала практика, она всем интересна. И форма построения ее, то есть дед и внучка. Внучка, которая 8 лет, знает все и хочу знать все. Дед, который... кандидат наук. Я сам понимаю, что я узнаю столько много нового, но самое главное, я же живьем теперь в кадре. Мне знаете, что обидно? Что вот мы вас нашли 35 лет назад, продержали под столом 35 лет назад. Сколько ведущих у вас поменялось наверху, да, когда вы под столом сидели. И сейчас меняется. И сейчас меняется. И никто не задумывался. Владимир, давайте вы будете вести колыханку. Нет, у нас шикарный дед Добродей. Боже, какой шикарный актер. Ничего, мы под столом неплохо кормим. Когда искал и разбирал архивы, связанные с вами, я нашел один спектакль. Давайте посмотрим, послушаем ваши рассуждения на тот момент. А вы мне скажите, это вам было написано режиссером? Или это действительно интервью с вами живое, настоящее, это ваше откровение? Несовершенство полное, заключающееся в несоответствии своему положению, он сказал. Я ее называю параллельность. Это значит, занимаясь делом каким-то, можно заниматься всю жизнь долго и доставлять удовольствие своим делом, но делать не свое дело. При этом осознавая, что ты можешь делать что-то другое. Или по своей лени, или по своей, может, какие-то стечения обстоятельств помешали тебе заниматься этим делом. И поэтому я считаю, что вот меня поражает это несовершенство того, что, может, и поэтому и жизнь такая. Исповедуешься вот о чем никогда бы никому не рассказал. Вот я это вспоминаю. Знаешь, все сложилось. А развернуть, как тот тулуп, другой стороной. Понимаешь? Ну, я очень хорошо помню, как однажды, гуляя по улице каким-то, тоже ребенком лет 8, я нашел 10 рублей. Знаешь, это было... Это большой деньги. Это вот Алиса в стране чудес. Я стою с этим червонцем, помню, в детском мире. Понимаешь, вот как в сказках, когда доступно все, и стоишь с этим. Я говорю, вот сейчас иногда стою в магазине, дайте мне вот тот червонец, чтобы мне было доступно все. А вы помните вот действительно, что в детстве мечтали больше всего купить? 5 детей, но всегда же хотела что-то есть. Всегда. Причем, и вот я тоже, я говорю, когда-то в магазине, как ты смотришь, говорит, вот одному бы килограмм сосисок. Вот, немножко, а вот даже не варить. В этой программе в конце вы признались, что ваше любимое музыкальное произведение «Реквием» Моцарта. Я был очень удивлен, но, с другой стороны, мне кажется, для комедийного актера вот эта вот драма постоянная. Да. Смеешься на публике, а внутри «Реквием» Моцарта. Жара, пожар, огонь в тебе горит, и килограммы женского вот удивительная вещь. Сидит этот шнур с фотографиями, целая куча. Вот просто не показали. В разлог, знаешь, как пасьянс. Он сидел и вдруг, не глядя, говорит, вот оно, вот эта морда. То есть все. Я первый раз, честно говоря, смотрел этот клип, но мне понравилось. Сердца ты разрываешь в лоскуты и атомным огнем испепеляешь, срываешь смерчем копоть суеты, гуляешь, как последний раз гуляешь. Ты баба-бом, ты баба-бом, ты баба-бом, 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 ты баба-бом, ты баба-бом, ты баба-бом, баба-бом, баба-бом. А у
Манохина на объекте трубы лопнули. Сосна, я белка, ни хера не понял, прием. Сутки, ровно снимали сутки в Белсовпрофи. Сутки с 8 до 8 утра. Всю ночь, да. Еще один социальный ролик принес вам огромную славу и популярность. Вас, наверное, только не закопали живьем. Здорово, Михалыч. Здорово, коль не шутишь. А можешь одолжить до зарплаты 20 рублей? Да какой зарплаты? Ты же вон бастуешь. Просто кушать хочется. Тут, брат, так. Либо революция, либо кушать. Ладно. Кушать хочет. На, держи. Давайте не путать политику и творчество. Меня пригласили как актера сыграть роль. Я плохо сыграл? Хорошо. Актеру не предъявляет претензий, что он играет абсолютно уголовника или НКВДшника, да? Но насколько меняется восприятие в обществе, когда предъявляют претензии по каким-то совершенно другим критериям, потому что люди просто звереют. Может, еще хорошо, что я ни в каких сетях. Умный человек все понял, а с дураками общаться я не хочу. Чего? У меня в студии есть Явов, где лежат несколько предметов для вас, связанные с вашей жизнью. Сумеете ли вы отгадать, что я имею, достав эти предметы? Ну, это такая вот южная рамочка. Это вот мальчишки-бальчишки. Буденовка, а вот это вот галстук. Если вот глядя на вот эту красоту, я 10 лет работал пионер-вожатым в Анапе, в Юнге. И мой сын, когда смена длилась 45 дней, всегда плакал, приходил: папа, я ненавижу море, я хочу домой. Я говорю: сынок, будет время, когда, как и сейчас, вспомнишь это как рай. И 10 лет, проводя по 45 дней на юге, это, конечно, было счастье. 10 лет в Анапе. Ну, до этого еще лет 30 в пионерском лагере. Вы тоже... Конечно. Были вожатым? Нет, я был пионером, потом был вожатым, а потом уже дорос даже до замначальника лагеря, который отвечал за художественную самодеятельность. Фрагментов у меня, честно говоря, подготовлено еще много, но время передачи ограничено, поэтому давайте мы часть фрагментов оставим за кадром, а проведем с вами небольшой блиц-опрос, короткий вопрос, короткий ответ. И на этом как бы завершим нашу программу. Согласны? Да. Ваше любимое место в Минске? Вы знаете, наверное, все-таки парк Челюскинцев. Ваше любимое место отдыха? Конечно, Анапа. Страна, которая впечатлила вас больше всего? Наверное, Словения. Может, от того, что мы были на фестивале, и это было не просто туристическое, а когда нас просто водили и возили по тем местам, куда не всех смертных, называется, пускали. У вас есть любимый праздник? Ну, наверное, так получилось, что день рождения, совпавший с Днем Победы. Любимое блюдо, которое чаще всего бывает на вашем столе? Наверное, это и осталось с тех пор, это пельмени. Ваш главный недостаток? Ой, чтоб он был один. Я почему-то я хватаюсь сразу за 34 дела, называется, и как в том, понимаю, что я не Юлий Цезарь, то есть я не могу 5 дел делать, у меня тогда не получается ни одного. Ну, а главное достоинство? Вот друг у меня, то это, почему мне их и мало, то это до конца, наверняка. То есть я, наверное, умею дружить. Что вы больше всего цените в людях? Ну, очень хотелось бы какой-то правды, чистой искренности. Знаешь, устаешь иногда, веришь людям,
И тут же... По морде. И по морде, да. На ваш взгляд, чего нельзя простить? Ну, естественно, предательство. В чем смысл жизни? Я как-то задавал себе такой вопрос, особенно когда вот уехала супруга, сын женился. Просто буду вас любить, потому что вы у меня есть. А в чем счастье Владимира Воронкова? А, наверное, в том, что я живу и занимаюсь тем, что мне нравится. Спасибо большое вам, Владимир, за то, что вы пришли в нашу студию. Спасибо за те кадры, которые вы нам подарили и оставили нашему телевидению. Я надеюсь, их будет еще много. И я верю в это. Зная традицию вашей программы, я захватил книгу. Я не скажу, что это моя любимая. Это знаменитый Даниил Хармс. Но так получилось, что он... Вот какие-то важные этапы в моей жизни почему-то у меня связаны с Хармсом. Учась в школе, я выиграл первый раз конкурс чтецов, читая Хармса. Поступил в институт, читал Хармса. На дипломе читал Хармса. Ну, то есть получилось. И когда что-то вот в жизни открываешь, вот знаешь, как настольная книга, и читаешь так, Господи, как это же про меня? Или вот как играют дети, говорит, назови страницу. Это вот открываешь так, о, как страшно тают наши силы, как страшно тают наши силы. Но Боже слышит наши просьбы, и вдруг снисходит Боже, и вдруг снисходит Божий клад.